Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатулина, и вот о чем сегодня расскажем. Первой в новом перинатальном центре Казани появилась на свет девочка. Это долгожданный ребенок. Очень счастлива, рада. На первой выписке перинатального центра побывала Вероника Гайнутдинова. Дела судебные. Нельзя создавать почву для роста преступности и угрозу безопасности нашего государства. О чем говорит татарстанская Фемида, выслушал Дмитрий Аренин. Зрелищный финал битвы роботов. Каждый робот в финале уникален и имеет свою возможность победить. Кто забрал трофей и $175 тысяч? Узнал Искандер Гималдинов. Первой в новом перинатальном центре Казани появилась на свет девочка. Ее назвали Миланой. Малышку с мамой сегодня торжественно выписали из роддома. Ольга Маркина поступила сюда на следующий день после того, как центр по видеосвязи открыл Владимир Путин. Сегодня в перинатальном центре 7-й горбольницы имени Марата Садыкова находится уже 56 будущих мам. Каждый день здесь принимают до 15 родов. Со дня открытия на свет появились 78 малышей. Девочек пока больше 45. В начале года в Татарстане счастливыми родителями стали 2600 семей. Вероника Гайнутдинова поздравила молодых родителей. Этот вечер малышка проведет уже дома. Новорожденную Милану готовят к выписке. Врачи волнуются не меньше, чем молодая мама. Это первый ребенок, который родился в новом перинатальном центре, и первый младенец в семье Ольги и Юрия. На выписку приехали бабушки, дедушки, дяди и тети. Ольге Маркиной 38 лет. Беременность долгожданная. Позднее к ней отнеслись с большей ответственностью, как и сама Ольга, так и врачи, поэтому направили в перинатальный центр. Приехала я сюда 23 февраля по направлению женской консультации. Меня очень хорошо приняли. Все провели как надо. Прикреплена к нашему роддому и поступила. Роды прошли благополучно, и родилась девочка Милана, которую мы сегодня благополучно выписываем на 8-9 баллов. Роды прошли без осложнений, послеродовый период также без осложнений. Ольга находилась в палате «Мать и дитя», где круглосуточно была рядом с дочкой. Малышка весом 3,5 килограмма стала настоящим подарком папе на 23 февраля. Не передаваемые ощущения просто в первый раз. Пока особо непонятно, потому что первый ребенок зародился все-таки. Все новое, все оборудование, все уже современное. Это, конечно, супер, просто классно вообще. Мы очень довольны, что она сюда попала. И буквально на второй день после открытия Владимиром Путиным, 22 февраля, президент по видеосвязи поздравил коллектив. Хочу всем пожелать успехов в вашей благороднейшей работе, такой нужной каждому конкретному человеку, конкретной семье, республики и всей стране. Это второй перинатальный центр в республике. Первый при РКБ работает с 2000 года. Его мощности не хватало. Город вообще не имел такого центра, потому что это очень было важно завершить вот эту трехуровневую систему оказания помощи. И этот центр открыл Владимир Владимирович Путин. Это тоже очень значимое событие для республики. Третий уровень на языке врачей означает прием тяжелых родов, сложные операции как женщине, так и еще не родившемуся малышу. Консультации женщинам из группы высокого риска. Есть отдельный вход для болеющих мам. У нас сейчас, например, здесь с гепатитом женщина в мельцерских боксах. Это тоже уникальная вещь, которую здесь мы реализовали. И сегодня мы имеем такую возможность никуда не переводить, а уже здесь на месте оказывать эту помощь. И вот роды разрешили путем кесарево сечения. Сейчас ребенок здоровый. С начала открытия уже идет прием пациентов. Сегодня в перинатальном центре находится 56 беременных. Ежедневно принимают до 15 родов. Здесь будут работать более 900 человек. 200 из них врачи. В течение 2-3 месяцев планируют полностью укомплектовать штаты. Летом перинатальный центр заработает на полную мощность. Он рассчитан на 8 тысяч родов ежегодно. Вероника Гайнутдинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Новый чемпион определился на играх будущего. Команда из Индии стала победителем битвы роботов, одного из самых зрелищных видов соревнований на этом турнире. Спортсмены увезли с собой почти 17 миллионов рублей. В казанском цирке был аншлаг, и ожидания зрителей оправдались. Трансляцию матчей смотрели больше 1 миллиона человек, и это только российские болельщики. На арене реальные роботы бились, как в фантастических фильмах. Искандер Гималдинов все сам увидел.
Такого казанский цирк не припомнит. Трибуны ревут, на арене роботы выясняют, кто же сильнее. Финала этой битвы ждали все зрители игр. На ринге 100-килограммовые машины. Они развивают скорость до 20 км в час. Управлять ими нужен особый талант. В финале встретились талантливые ребята из России и Индии. Каждый робот в финале уникален и имеет свою возможность победить. На самом деле у нас одно из преимуществ — это наши члены команды вносят туда такие дополнения, которые позволяют быть крайне устойчивыми в бою. Наш робот очень быстрый, а главное, что его невозможно остановить, перевернув. Собирали его больше года. Битва роботов — это не только талант управления техникой, это битва умов участников турнира. Каждая команда выводит одного робота на ринг. На бой дается 3 минуты. Основная задача — вывести машину противника из строя. Каждый робот пережил с десяток схваток на соревнованиях. Буквально один удар Годспида, и на этом все. Главной особенностью битв роботов на играх будущего является голосовой помощник, который по просьбе ведущего зрителям рассказывает о характеристиках и главных особенностях роботов. Индийский бог скорости с российским папочкой показали самый зрелищный бой. Зрители не могли сдержать эмоций. Собрали большую группу поддержки, которая прямо сейчас будет поддерживать команду, чтобы она вышла в финал и победила. Я смотрю впервые, мне очень нравится, очень эффектно. Это действительно уровень для Казани. Приехали, на самом деле, сюда, с далекого города, Самарской области, для того, чтобы посмотреть это мероприятие. Все очень классно, все нравится. Победителем битвы роботов оказалась команда из Индии. Они протаранили своего оппонента к краю ринга, где буквально сожгли машину. Победителям вручили трофей $175 тысяч и татарские тюбетейки. По словам капитана команды, они потратят эти деньги на развитие робототехники в своей стране. Искандер Гималдинов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И сегодня Роскосмос показал, как трофей игр будущего парит в невесомости на орбите. 1 декабря его отправили в космос на ракете с грузовым кораблем, и через 2 дня он состыковался с российским модулем МКС. На трофее автографы космонавтов, героя России Олега Кононенко, испытателей Константина Борисова и Николая Чуба. Пока символ мультиспортивного турнира на орбите, можно сфотографироваться с его копией в городе игр будущего. 1 119 000 дел и материалов рассмотрели суды Татарстана в прошлом году. Меньше стало административных дел. Это связано с продлением моратория на проверку бизнеса. Сегодня прошла итоговая конференция судей Татарстана. Участвовал Рустам Минниханов. За год стало больше материалов о правонарушениях приезжими и лицами без гражданства. Основные вопросы, которые сейчас волнуют – высокая нагрузка и нехватка кадров, особенно в аппаратах мировых судей. Какие выводы за год сделали и что планируют предпринимать, расскажет Дмитрий Аренин. В начале заседания минутой молчания судьи почтили память Вячеслава Лебедева. Председатель Верховного суда России скончался 23 февраля. Суд он возглавлял с 1991 года. Нагрузка на судебную систему Татарстана остается стабильно высокой. В минувшем году они рассмотрели более 1 миллиона дел. Среди уголовных преступлений самые распространенные кражи, незаконное обращение наркотиков и несоблюдение правил дорожного движения. Практически не изменился портрет преступников. Это люди без постоянного дохода, ранее судимые и часто пьяные. За год осуждены более 13 000 человек, то есть 72% представших перед судом. Обращает на себя внимание значительное уменьшение количества дел о правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Их число сократилось в 6,5 раз. В районных судах более чем в 3 раза сократилось рассмотрение дел о правонарушениях в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Вместе с этим мы наблюдаем существенный рост дел об административных правонарушениях в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Количество таких дел в 2023 году увеличилось практически в 2 раза. В минувшем году административные наказания получили более 5000 мигрантов. Как отметил Рустам Минниханов, наша республика нуждается в рабочей силе. У нас рады иностранным гостям, но нужно, чтобы они соблюдали закон и с уважением относились к нашим традициям. Пренебрежение к законам и общественным интересам с их стороны проявляется в первую очередь в нарушении режима пребывания на территории Российской Федерации, совершение административных правонарушений. При отсутствии должного реагирования это может
перерасти в криминальные формы. Государственным органам нужно объединить усилия по предотвращению таких нарушений. Лояльность не должна ограничиться с безнаказанностью. Нельзя создавать почву для роста преступности и угрозу безопасности нашего государства. Еще одна важная тема касается работы самой судебной системы. В республике высокая текучесть кадров. Из аппарата мировых судей за год ушел каждый третий сотрудник, что отягощает и без того высокую нагрузку на служителей Фемиды. Каждый мировой судья за год в среднем рассматривает больше дел, чем дней в году. Есть вопросы по мировым судьям. Мы какие-то решения приняли, надо еще рассмотреть, потому что текучесть кадров – это, конечно, не очень хорошо. Здесь те меры, которые мы можем использовать, Минюст координирует эту работу, мы обязательно вместе с вами посмотрим, как это. В части строительства, каждый год мы какой-то объект строили, я думаю, что этот процесс тоже мы дадим ходу. Поэтому с нашей стороны полная поддержка всех ваших начинаний. Так же, как отметили на заседании, судам республики нужно быть более открытыми и оперативнее информировать граждан о принимаемых решениях, как показывает обращение жителей, пока с этим проблемы. Есть суды, в которые судья по жалобам, поступающим в адрес управления, а их очень много, в неделю там 6-7 писем мы получаем, невозможно дозвониться, а на сайте суда нет необходимой информации, не отмечено даже движение по делу. Коллеги, суд в первую очередь служит человеку. Такие факты должны быть исключены. Судей призвали активнее использовать электронные сервисы и документооборот. Это позволит ускорить время судебного разбирательства. Дмитрий Арин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. На нашем канале готовится к эфиру большое интервью Минтимера Шаймиева и Ильшату Аминову. В программе «7 дней плюс» они говорили о такой тонкой и чуткой теме, как межнациональные и межконфессиональные отношения. Как народы нашей страны стали ближе с началом специальной военной операции. Именно единство народов стало главной силой, которая противостоит сейчас попыткам коллективного Запада разобщить российское общество, то и дело разжигая межнациональную вражду. Минтимер Шаймиев неоднократно говорил, а в интервью вновь подчеркнул, нужно быть очень внимательными к чаяниям каждого народа, не замалчивать проблемы, а решать их планомерно. Для того, чтобы не допускать межнациональных конфликтов и не поддаваться чуждым влияниям, надо жить, я бы сказал, как у нас в Татарстане. То есть основой своего развития осознанно выбрать взаимоуважение и согласие между народами. И быть очень внимательным к интересам и чаяниям народов, живущих рядом. Не упускать, не замалчивать, а выслушать и решать их проблемы, касающиеся сохранения родных языков, традиций и культуры. Непрерывно вести межнациональный и межкультурный диалог. Браться за такие дела, которые объединяют. Минтимер Шаймиев назвал межкультурный диалог основой толерантности. Отметил, нужно браться за такие дела, которые объединяют. В пример он привел подходы Татарстана по одновременному воссозданию мусульманских и православных святынь. Одним указом главы республики у нас было принято решение о строительстве в Кремле мечети Куль-Шариф и реставрации Благовещенского собора. Затем также и о возрождении Болгарии и Свияжска. В последующем и о создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери. Реализации данных проектов весьма положительно сказались на укреплении межрелигиозного и межнационального согласия в нашей республике. Они сплотили нас. Никто не разделился по религиозному признаку. Наоборот, мы пришли к соработничеству, то есть все сделали вместе. К слову, когда инициативой создания Болгарской исламской академии выступили крупнейшие централизованные мусульманские религиозные организации страны, их поддержал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Именно он определил Болгар местом создания первой в России исламской академии. Он тогда отметил, важно, чтобы мусульманская молодежь воспитывалась на традиционных исламских ценностях, чтобы пресекались попытки
навязать чуждые нам мировоззренческие установки, которые не имеют ничего общего с подлинным исламом. Это еще один пример того, как нужно действовать в многонациональной стране. Да, мы разные, но у нас много общего. И Родина у нас одна – Российская Федерация со своими уникальным путем развития, основанным на наших традиционных ценностях – патриотизме, взаимовыручке и взаимоуважении, любви и семье, что присуще каждой национальности, живущей в Российской Федерации. Внешние силы пытаются лишить нас всего этого, навязав чуждые нашему обществу взгляды. Ответить на эти действия мы можем только единством мыслей, слов и действий. Как была организована эта большая работа по возрождению исторических объектов, вошедших в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Доволен ли Ментимир Шаймиев результатами масштабных проектов? Как концепция полилингвальных школ Адемнар, созданных по его личной инициативе, удачно легла в национальные цели страны? Почему легендарный КАМАЗ для первого президента Татарстана не просто грузовик, а судьба целого города и его людей? И как он оценивает социально-экономическое развитие республики в условиях беспрецедентных санкций против России? Большое интервью Ментимира Шаймиева и Ильшату Аминову смотрите в программе «7 дней плюс» завтра на ТНВ «Татарстан» в 19:00, на ТНВ «Планета» в 19:10, на телеканале ОТР в четверг, 29 февраля в 18:00. За 6 лет Татарстан направил на защиту природы 60,5 миллиардов рублей. Больше 17 миллиардов в рамках национального проекта «Экология». Остальное благодаря экологоориентированным предприятиям. По этому показателю Татарстан остается одним из лидеров в ПФО. Как в республике удалось почти наполовину снизить уровень выбросов в атмосферу, где забили родники после ликвидации свалки. И куда направят 6 миллиардов рублей. Обо всем по порядку. Рамиль Шайдуллин. В центре внимания всей природоохранной деятельности всегда был, есть и будет человек и его благополучие. В нашем случае я говорю об экологическом благополучии. Свалка в селе Прости Нижнекамского района была одна из крупнейших промышленных. Здесь хранились тысячи тонн отходов шинного производства. Она неоднократно горела. От дыма задыхались жители близлежащих деревень. Пересохли родники. 4 года назад было принято стратегическое решение – рекультивация по нацпроекту «Экология». Сейчас местные жители рассказывают, что там, где раньше была свалка, забили родники. Это и есть самый наглядный пример экореабилитации. По нацпроекту в Татарстане за 6 лет освоили 17,5 миллиардов рублей. Их направили на оздоровление Волги, сохранение уникальных водных объектов, на обеспечение чистой водой, сохранение лесов, на обращение с ТКО. На ближайшие 2 года, с 2024 по 2026 год, предусмотрено еще 8 мероприятий на 5 миллиардов 700 миллионов рублей. В этом году планируют начать оздоровление 29 водных объектов, в том числе Казанской реки Нокса и Челнинской Меликеске. Много вопросов было к состоянию атмосферы. Так, в прошлом году жалобы жителей поступали на ухудшение качества воздуха в Казани. Проверка показала, часть причин в недоработке регоператора. Учитывая, что по предварительным расчетам срок эксплуатации полигона на улице Химической завершается в 2024 году, по ЖКХ необходимо разработать проект рекультивации и пройти государственную экологическую экспертизу. Кроме того, необходимо устранить нарушения, допущенные при строительстве второй карты полигона такого восточной города Казани для его своевременного ввода в эксплуатацию. По словам экологов, чаще на состояние воздуха жаловались в северной части столицы, где жилые дома соседствуют с промзоной. У нас там имеется на сегодня 264 региональных объекта, которые нам подлежат, и 407 федеральных объекты, которые подлежат федеральному надзору. Это кто стоит на учете, в общем, по официальным данным. Наша аналитика показывает, что все региональные объекты производят, мы тоже неоднократно говорили, в совокупности столько выбросов, сколько один источник крупного предприятия. За 6 лет Татарстану удалось сократить объем выбросов вредных веществ почти на 40%. В этом помогла замена устаревшего оборудования и система наблюдения за выбросами. Как сообщили экологи, в прошлом году ее начали модернизировать камерами видеонаблюдения с тепловизорами. Это позволит мониторить состояние вокруг предприятий круглосуточно. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
В этом году в республике благоустроят 64 общественных пространства в 45 районах. Треть – это новые парки и скверы. 2 объекта – победители Всероссийского конкурса малых городов. На все эти работы выделят больше 2 миллиардов рублей. В Казани обновят 6 зон отдыха. Среди них бульвар на Серова около мечети Ярдам и Большое Чайковое озеро. За 9 лет в Татарстане на реализацию программы благоустройства общественных пространств направили 24 миллиарда, отметили в Минстрое. На основании пилота нашего города Москвы была определена общая концепция формирования программы комфортной городской среды в целом по Российской Федерации. На основании опыта был сформирован национальный проект городской среды. Против закрывшегося казанского фитнес-центра подали коллективный иск. Клиенты могут обратиться и самостоятельно, сообщил Роспотребнадзор. Что требует от заведения, читайте в интернет-газете «Реальное время». Объекты, которые планируют построить в исторических поселениях Казани, Буинска и Мамадыша, представили сегодня Рустаму Минниханову. Райс Республики провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности. Одобрили реконструкцию Казанского ТЮЗа, Чеховского рынка. Также у школы «Солнце» появится спортивный блок, на улице Подлужное здание IT-центра. Здесь поручили доработать проект 3-этажного офиса с общепитом. Рустам Минниханов напомнил, сегодня Подлужное пользуется популярностью у горожан. Рядом находится экстрим-парк «Урам», и важно, чтобы улица имела собственный стиль. Были одобрены проекты 3 индивидуальных жилых домов на улице Пехотная, Поперечно-Подлужная, Корейская. Срок согласования надо держать лимит, чтобы они быстрее. Если они там в течение 2 лет не начнут делать, значит, это повторно надо, чтобы они знали, что есть срок. Иначе сначала они бегают, а потом нам, чтобы за ними не бегать, какой-то порядок надо придумать. И никаких индивидуальных домов, пожалуйста, пусть они выбирают, на комиссии пусть покажут. В Буинске хотят создать музей Баки Урманче. Сейчас работы известного художника и скульптора хранятся в разных местах. Буинцы выступили с инициативой увековечить имя живописца. Идею поддержал Рустам Минниханов. Музей будет 3-этажным. Также сегодня одобрили проект строительства православного храма Святой Троицы в Мамадыше. Он появится на месте собора Живоначальной Троицы XVIII века. Он был снесен в 1933 году. Проекты одобрили. Лениногорский район 5-й год подряд занимает 5-е место в рейтинге социально-экономического развития Татарстана. Как удается сохранять позицию, говорили сегодня на отчетной сессии района. В ней принял участие председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. До начала заседания спикер парламента посетил политехнический колледж, пообщался с мастерами производственного обучения. Приоритетная задача для района и республики – подготовка квалифицированных рабочих кадров. Об этом говорят и на сессии. Также в Лениногорске реконструкции требуют инженерные сети. Износ достиг 80%. В городе необходимо сохранить работу общественного транспорта. В начале года автопарк пополнили новые автобусы. Фарид Мухаммедшин призвал руководство района подтянуть сельское хозяйство. По показателям Лениногорск лишь на 41-м месте. Весьма успешно завершили непростой этот год. По всем тактико-техническим и характеризующий район показателям во многом успешно выполнил стоящие задачи и в промышленном секторе, и нефтяники, и дорожники, и строительство. Я думаю, что с учетом вот сегодняшнего обговоренных вопросов, практическое русло, если он сможет это привнести, мы еще больше можем слов признательности сказать на будущий год, когда он будет подводить итоги 2024 года. В Татарстане завершается печать бюллетеней на выборы президента страны. В полиграфическо-издательском комплексе «Идель Пресс» отпечатают почти 3 миллиона экземпляров, согласно количеству избирателей. Работа идет круглосуточно. Используют 120 тонн бумаги, около 200 килограммов краски. После печати бюллетени отправят в территориальные, затем участковые избирательные комиссии. Печать бюллетеней проходит под контролем членов Центральной избирательной комиссии, за что им отдельное спасибо. И на каждом этапе тестирование, проверка и актирование той части бюллетеней, которые изготовлены. Она не поддается подделке, ее нигде нельзя подделать или перепечатать. Она уникальна этим. Поэтому она закрыта с одной стороны защитной тангерной сеткой,
А по бюллетеням КАИП, которые сейчас мы работаем, танкерная сетка закрыта с обратной стороны. Продолжаются дебаты. Представители кандидатов в президенты России сегодня в нашу студию пришли доверенное лицо самовыдвиженца Владимира Путина Марат Ильясов и доверенное лицо Леонида Слуцкого из ЛДПР Лилия Козлова. На протяжении получаса они обсуждали актуальные вопросы в сфере здравоохранения. Спикеры представили позиции Владимира Путина и Леонида Слуцкого, ответили на вопросы ведущего. Предвыборная агитация в стране идет до 15 марта. На нашем канале по вторникам и средам в 11 часов это дебаты, в другие дни трансляция видеороликов кандидатов. Первый опыт мой, прямого эфира, и волнительно немножко все прошло, но в целом прошло все очень хорошо. Акцентировали на тех показателях, которых уже достигли. Конечно же, вопросов было много интересных. Один из них касался защиты и прав многодетных мам. Имена 100 лучших предпринимателей республики назовут 24 мая. Впервые с начала пандемии в Татарстане вновь пройдет конкурс «Золотая сотня». Как заявиться и какая новая номинация появилась, расскажем в репортаже. «Золотая сотня» – конкурс, который всегда вызывает ажиотаж. Его проводят уже 11 лет. Для бизнесменов это возможность заявить о себе на всю республику. Экспортер, производство, начинающий предприниматель – всего 10 номинаций. В этом году у нас появляется новая номинация «Самозанятые», потому что самозанятых сегодня в республике достаточно большое количество, но у них нет какой-то этой своей премии, а им тоже хочется о себе заявить. Заявиться на конкурс можно на сайте золотаясотня.рф до 8 мая. Результаты объявят 24 мая на официальной церемонии награждения. Лучших выберут по итогам народного голосования и экспертной оценки. Участие в конкурсе поможет многим открыть для себя новые меры поддержки, надеются организаторы. Получить их и проконсультироваться можно в центре «Мой бизнес». Я узнал информацию про грант, какие гранты существуют для молодежи. Узнал про грант до 25 лет. Пришел сюда, в центр, очень хорошо встретили, объяснили, разъяснили, какие критерии, какие условия. Центр оказывает финансовые меры поддержки, в том числе начинающим предпринимателям, а также помогает с сертификацией, рекламой и участием в выставках. Заправь удачу и получи приз. С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 одна из крупнейших сетей автозаправочных станций Таиф НК АЗС провела среди своих клиентов очередную ежегодную масштабную акцию «Заправь удачу». Разыграли более 7 тысяч призов. Главный – автомобиль. Масштабная акция «Заправь удачу» стартовала в августе прошлого года. Принять в ней участие мог каждый желающий, заправившийся любым видом моторного топлива на АЗС сети Таиф НК, предъявив карту «Альтернатива» или «Альтернатива такси». Так, переходим к главному призу – автомобиль. Третий заключительный этап розыгрыша традиционно транслировался в прямом эфире. В финальном этапе разыгрывались более 2500 призов, в том числе главный приз – автомобиль. Его счастливым обладателем стал Айзат Ганиев из Нурлат. Поздравляю! В том году я выиграл стакан кофе. И в этом, думаю, может повезет. Действительно повезло с автомобилем. Ощущение просто волшебное. До сих пор в это не верю. Маркетинговые акции у Таиф НК АЗС проводятся регулярно, поэтому победителем может стать каждый. Маркетинговые активности от Таиф НК АЗС не заканчиваются. Просто приезжайте на АЗС, заправляйтесь качественным топливом от производителя, и вы всегда будете в выигрыше. Информацию об организации мероприятий, выигрышах и порядке их получения можно узнать на сайте www.taifazs.ru. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзехате. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмисыз. В Татарстане в предстоящие сутки обещают весеннюю погоду. Будет солнечно, температура поднимется. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Кукмаре и Высокой горе будет ясно. Снега не ожидается. Температура днем от 2 до 4 градусов мороза, ночью от 5 до 7. В Апастово, Кайбицах и Дрожжаном обещают солнечный день без осадков. Температура 1-2 градуса днем и 5-7 ночью. В Аксубаево, Черемшане и Мамадыше осадков также не прогнозируют. Будет светить солнце. Температура -3 днем и -8, -13 ночью. В Нижнекамске, Агрызе и Актаныше переменная облачность. Снега не обещает. 2-3 градуса днем и 8-10 градусов ниже 0 ночью. В Бавлах, Бугульме, Альметьевске температура еще выше. Днем 1-3, ночью 10-11. Здесь тоже солнечно и без осадков.
Комфортную погоду обещают и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем 1 градус мороза. Будет ясно, снега не прогнозируют. Ночью 5 градусов мороза. В Болгарах минус 4 днем и минус 9 ночью. Здесь весь день солнце и без осадков. В Елабуге облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура 2 градуса днем и 8 градусов ниже 0 ночью. В Казани тоже установилась весенняя погода. Будет солнечно. Температура днем минус 1, ночью минус 5. Атмосферное давление высокое, 768 мм ртутного столба. Ветер южный более 3 метров в секунду. Влажность 52%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. До встречи. Берегите себя.